Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Аделина Зарифова. И сегодня мы расскажем, как мама с ребенком попали под колеса иномарки в Казани. Я их не видел. Покажем водителя, который пытался скрыться от автоинспектора в жилом комплексе Салават-Купере, и момент лобового столкновения двух иномарок в Казани. Посмотрю, летит, я по тормозам, он меня задел, не вылетел туда. А также о задержании курьера мошенников и спасении людей из горящего дома. Они нас, что называется, волоком, потому что мы упали там. Это и не только. Прямо сейчас. Автоинспекторы нашли водителя в ночь с 18 на 19 октября, сбившего 45-летнего мужчину в поселке Салмычи. Напомним, тело человека на проезжей части увидели проезжавшие мимо автомобилисты и сразу же сообщили об этом автоинспекторам. Автомобиля на месте происшествия не было. Личность погибшего человека установили только на следующий день. А вскоре установили и водителя, который скрылся с места наезда. Им оказался 19-летний молодой человек, управлявший «Ладой» 14-й модели. 6-летняя девочка и ее 27-летняя мама пострадали в результате наезда на них иномарки на улице Лукина. 38-летний водитель Mitsubishi сбил их на пешеходном переходе. Дорогу пешеходы переходили на зеленый сигнал светофора. Я их не видел. 38-летний водитель Mitsubishi признался, за 20-летний стаж вождения такое случается с ним впервые. Он рассказал, ехал по улице Лукина и стал поворачивать налево на улицу Павлова. В это время на пешеходном переходе появились женщина с 6-летним ребенком. Они переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Но водитель заметил, как они вступили на зебру только в последний момент и не смог избежать наезда. От удара пешеходы упали на асфальт. Пытался помочь, вызвали скорую сразу, ГАИ вызвали, все. Экстренные службы прибыли на место за считанные минуты. Девочку и ее 27-летнюю маму осмотрели на месте и госпитализировали. Ударилась головой, нормально вроде, повезли в больницу. А как мама себя чувствовала? Якобы тоже пострадала? Рукой сделать, да. Серьезных травм они, к счастью, не получили. После оказания помощи пострадавших отпустили из больницы. Госпитализации ни маме, ни дочке не понадобилось. Водитель же остался на месте разбирать с автоинспекторами обстоятельства произошедшего. Степень его вины будет установлена после постановки точного диагноза сбитым людям. Сам он признался, готов возместить все расходы на лечение, если это понадобится. Нафиса Минязова, Дарья Кореева, «Вызов 112». 20-летнего водителя каршеринга задержали автоинспекторы вечером в жилом комплексе Салават-Купере. При виде сотрудников ДПС он только прибавил скорости и не подчинился требованию об остановке. Уйти от преследования решил дворами, но, поняв, что это не удастся, выскочил из машины и бросился на утек. Автоинспекторы бегали быстрее. Вскоре стала понятна и причина, по которой он решил скрыться. Молодой человек уже был лишен водительского удостоверения за отказ от медицинского освидетельствования. В этот раз тест на наличие алкоголя в крови на месте он прошел. Алкотестер показал, что спиртного он не употреблял. Но в больницу ехать он опять отказался. Теперь в отношении молодого человека, вероятно, будет возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до 2 лет. Немалую сумму предстоит заплатить и сервису по аренде автомобилей. Штраф за отказ от освидетельствования составляет 110 тысяч рублей. Если автомобиль взят в аренду другим человеком, то санкция за передачу управления составит 220 тысяч. Лоб в лоб столкнулись сегодня днем Mitsubishi и Volkswagen на перекрестке улиц Ершова и Искра. Перед этим кроссовер зацепил «Ладу Гранту», за рулем которой находился пожилой человек. Он не видел меня, когда я сюда рулем, на трамвайную линию выезжал. Вот так же вот затор был, я хотел выехать. А смотрю, летит, я по тормозам, он меня задел, не вылетел туда, на встречку. Вот они, лоб в лоб. Но, судя по записи видеорегистратора, водитель «Лады» просто поворачивал налево. Этот маневр на перекрестке запрещен. Причем дело это не из крайней левой полосы. В результате столкновения травму получил водитель Mitsubishi. Его срочно госпитализировали. 32-летнего мужчину задержали в Елабуге по подозрению в мошенничестве. В полицию обратилась 74-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой обмана и лишилась 135 тысяч рублей. Сама передала их неизвестному мужчине. Стражи порядка быстро вышли на след подозреваемого.
32-летнего жителя Набережных Челнов задержали по горячим следам. Полицейским он признался, знал о том, что участвует в преступной схеме. Говорит, незаконную подработку нашел в интернете. На одном из сайтов предлагалась достойная оплата за курьерские услуги. Нужно было забирать деньги у обманутых пенсионеров и переводить их на счета мошенников, оставляя себе определенный процент. Трудился недолго. Первой жертвой в его послужном списке стала 74-летняя жительница Елабуги. На телефон 74-летней елабужанки поступил звонок от неизвестной девушки, которая представилась ее дочерью. Звонившая сообщила о том, что она попала в ДТП и попросила передать через курьера денежные средства для решения вопроса с ДТП. Поверив в правдивость слов звонившей, потерпевшая согласилась выполнить ее условия. Через некоторое время, следуя инструкциям, пенсионерка собрала все свои сбережения в размере 135 тысяч рублей и передала их неизвестному мужчине в подъезде своего дома. И только потом пенсионерка позвонила дочери. После того, как пожилая женщина узнала, что в беду ее дочь не попадала, то одновременно и обрадовалась за нее, и огорчилась за себя. Второй жертвой мошенника стала 71-летняя жительница Мамадыша. Ее обманули аналогичным способом. Она отдала курьеру 150 тысяч рублей. По данному факту в следственном отделе МВД России по Елабужскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Задержанный мужчина уже был ранее судим. На время следствия его отправили под арест. Нафиса Минязова, вызов 112. 2 человека погибли во время пожара в доме на проспекте Мусы-Джалиля в Челнах. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 18 часов 17 минут. К моменту прибытия первых расчетов комната полыхала открытым пламенем. Из дома самостоятельно эвакуировались 18 человек. Еще 6 были спасены с помощью кислородных масок. В коридоре огнеборцы обнаружили лежащую без сознания женщину. Ее передали в руки медиков. Но им оставалось только констатировать смерть. В самой горевшей комнате обнаружили тело погибшего мужчины. С огнем справились за полчаса. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. 3 человек и собаку от неминуемой гибели спасли полицейские во время пожара на улице Сызранская в жилом массиве Старые Горки. Ранним утром, патрулируя территорию, стражи порядка заметили густой дым, идущий из частного сектора, и незамедлительно направились в самый эпицентр пожара. К тому моменту горели 2 дома, баня и 2 машины. Из одного из полыхающих строений они вынесли людей, которые к тому моменту уже получили ожоги и обессилели в плотном дыму, пытаясь выбраться на улицу. Огнеборцев вызвали полицейские, как только увидели масштабы пожара. Ранним утром, патрулируя территорию, они заметили густой дым, идущий из частного сектора, и немедленно направились к его источнику. О себе, говорят, не думали, желание было одно – спасти людей, попавших в беду. Прибежав к дому, увидели то, что уже задняя часть дома горит и крыша горит. В доме уже, в самом доме горел свет. Зашли в дом и эвакуировали оттуда жильцов. В общем количестве 3 человека. Мужчину, дочку и внучку. Сами погорельцы рассказывают, без помощи полицейских могли бы просто не выйти. К тому времени уже получили ожоги и надышались продуктами горения, пытаясь выбраться на улицу. Когда пожар вспыхнул, все спали и не сразу поняли, что происходит и что надо делать. А вскоре прогорели провода, и свет в доме потух, полностью дезориентировав только что проснувшихся людей. Там уже электричества в сарае нигде не было, мы на ощупь выбирались, они ко входу подошли, они нас, что называется, волоком, потому что мы упали там, дыму, сажи, вот это все непонятно. Они нам помогли вытащить отсюда, из дома, в машину свою посадили, потому что мы раздетые. Скорую вызвали, постоянно контролировали. Вскоре загорелся и соседний дом, и 2 машины, стоящие рядом. Сильный ветер нес 2 опасности. Огонь мог перекинуться и на другие соседние строения. А спящие люди надышатся попавшим в дома дымом, поэтому решили будить всех. Патрульная машина сигналила, крякала. Плюс мы в пешем порядке ходили, стучались соседям. Непосредственный сосед погорельцев просил полицейских спасти собаку. Вольер стоял прямо у забора, за которым бушевало пламя. Сам отодвинуть его не мог, справились только совместными усилиями. У него вольер был большой на колесах, мы вместе с ним передвинули данный вольер в безопасную сторону. С огнем пожарные боролись 2 часа. Им удалось не допустить дальнейшего распространения пламени. Но 2 дома, 2 автомобиля и баня сгорели полностью. Люди потеряли все, что было, но остались живы. Именно с бани, по предварительным выводам, и начался пожар. Вероника Гайнудинова, вызов 112.
И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Аделина Зарифова. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.